Подростку, который пожелал поговорить с нами на условиях анонимности, 17 лет. Работать начал с 13. По его словам, он, как и многие другие его сверстники, несколько раз попадался на уловки меркантильных работодателей по причине того, что не знал законов и даже самых простых правил при трудоустройстве. У нас были трудности с финансами, и поэтому я решил, чтобы не обременять своих родителей, работать и обеспечивать себя сам. За все это время, где я только не поработал. Бывали случаи, когда меня работодатели обманывали. Например, договариваешься с ними на одну зарплату, а когда проходит время, они выдают тебе совсем другую сумму. Такое было и не раз, поэтому сейчас, последний год, я стал работать сам на себя. В то же время сейчас замечается положительная тенденция к снижению эксплуатации детского труда. Многие работодатели стали более информированными. Так, например, у Каныкей, частного предпринимателя, главное требование при приеме на работу – совершеннолетие. В сфере торговли я уже 10 лет, но за 10 лет у нас не было, чтобы мы принимали несовершеннолетних на работу. Как бы это согласно закону, это не разрешается. Мы работаем по закону, стараемся работать по закону, чтобы не было лишних проблем никаких. Во многих странах детский труд считается формой эксплуатации и признан незаконным. Однако в нашей стране труд с раннего возраста многими поощряется, но только по достижении 14-летнего возраста и при соблюдении нескольких очень важных правил. Для этого, конечно, необходимо, чтобы у нас работали органы, которые отслеживают ситуацию. Плюс, это хорошо, что подключаются средства массовой информации, необходимо разъяснять родителям тоже о том, что они должны сопроводить ребенка хотя бы в первый день, посмотреть рабочее место ребенка, переговорить с работодателем, заключить договор. В договоре должны быть прописаны все пункты, сумма заработной платы, какие условия труда, сколько часов ребенок будет работать. Если ранее уполномоченные органы могли выезжать на проверки и пресекать правонарушения, как, например, это было в прошлом году, когда с помощью госэкотехинспекции обманутым работникам было выплачено около 20 миллионов сомов, то сейчас им не представляется такой возможности, из-за чего показатели детского труда находятся примерно на такой же отметке. В этом году, сами знаете, у нас запретили, на 2 года запретили предпринимателей проверять. По детям тоже, если они в частных лицах работают, они заявление пишут, мы Минэкономики его отправляем для разрешения проверку. В Кыргызстане каждый 3-й ребенок – это трудящийся ребенок. 12 июня в мире отмечают День борьбы с детским трудом. Он был инициирован с целью того, чтобы мировая общественность объединилась и защитила права маленьких жителей планеты. Потому что каждый ребенок имеет право на счастливое детство. Бигаим Бигалиева, Телек Джуматаев, Новости Ошпири.